24 октября 1870 года была открыта первая железная дорога в Эстонии на отрезке Палдиски-Нарва-Гатчина. Мало кто знает, что на островах Эстонии тоже когда-то существовали железные дороги и ходили поезда. Последний пассажирский поезд вышел из Курessaare в октябре 1940 года. Особое развитие железных дорог Эстонии пришлось на начало и середину 20 века. Но со временем узкоколейные железные дороги прекратили свое существование. Затем по разным причинам закрылись для движения пассажирских поездов и другие направления. Самым необдуманным шагом стало закрытие курсирования поездов до Хапсалу. Отмена движения поездов на этом направлении до сих пор вызывает много нареканий и споров. Отмена поездов на Рижском и Псковском направлениях отрезала Эстонию от железных дорог Латвии в Валга и от железных дорог России в районе Печор. Однако спустя годы Валга станет принимать поезда со стороны Латвии, и связь с Латвией по железной дороге восстановится, правда, с пересадкой с поезда на поезд. Но никто не мог предполагать, что в 2015 году будет прервано пассажирское сообщение между Эстонией и Россией, существовавшее 144 года. Прощальный крик локомотива, перрон не прибранный с утра, и вот уходит сиротливо, уходит поезд во вчера. Paari tunni eest väljus Tallinnast Balti jaamast viimane GoRaili reisirong Moskvasse, mida tulid paljude teiste seas saatma ka raudteelaste ametiühingu liikmed ning Krokodil Geena. GoRaili juhataja Alar Pinsel avaldab firma koduleheküljel lootust, et Eesti Raudtee ning Venemaa Raudtee vahelised läbirääkimised Tallinna-Moskva liini edasiseks teenindamiseks osutuvad edukaks ning ajalooline rongiühendus kahe naaberriigi pealinnade vahel säilib. Homme Moskvast startiv viimane reisirong jõuab Tallinna teisipäeva ennelõunal. Для поезда 3433 Таллин-Москва-Таллин этот год мог стать юбилейным – 50 лет в ходу. По свидетельствам документов, хранящихся в железнодорожном музее города Хапсалу, скорый фирменный поезд 3433 Эстония Таллин-Москва отправился в рейс 30 мая 1965 года. Стоит заметить, что простой пассажирский поезд между Таллином и Москвой существовал и ранее, как и другие поезда, на направлениях Ленинград, Рига, Псков. За год до этого события, в 1964 году, стартовал фирменный поезд 188-187 «Чайка» Таллин-Минск. К тому времени эстонская железная дорога уже была объединена с железными дорогами Латвии и Литвы, став в 1963 году Прибалтийской железной дорогой. Любопытный факт. Скорый фирменный поезд «Эстония» был пущен в обращение во знаменование 25-й годовщины установления советской власти в Эстонии. Эти старые кадры, отснятые бывшим начальником поезда Эдуардом Евсеевым, дают нам возможность хоть чуточку прислониться к истории легендарного поезда. На кадрах любительской кинохроники мелькают не менее легендарные лица железнодорожников: начальника Таллинского резерва проводников Варвары Ивановны Кантонистовой, начальников поездов Михаила Ивановича Петухова,
Валентины Ивановны Сошиной, неимоверно рано покинувшей нас. Старые кадры переносят нас в атмосферу духа того времени. Планерка поездной бригады Михаила Ивановича Петухова перед рейсом на Москву, правда, поездом 68-67 Таллин. Вообще вот интересно, лучшие годы, сколько было, проводников, начальников поезда? 1560. Что? Сколько, вот я говорю, сколько личный состав был у вас в резерве? 1500 человек. Не-не-не. А не больше 1560 мы считали. Сначала 1500 было. 1500 было все. Депо, все полностью. Все. 600 человек. А там где-то около 600. Больше 600. Начальников поездов было около 30, 28 или 30, вот так. Потому что... А поездов было 15. И туристический плюс еще были отторговали. Я уж не считаю. Экономическая ситуация сложная, есть напряжение в отношениях между, скажем так, ЕС и Россией, и, значит, есть какие-то фобии или причины, по которым пассажиры, значит, делают свои решения, ехать или не ехать в одну и другую страну, и добавок к всему еще и курс рубля по сравнению к евро очень невыгодный, из-за чего у нас пассажиров недостаточно, а, к сожалению, очень мало. И так как мы частная компания и живем только с прибыли билетов, по продаже билетов, соответственно, решение приходится делать именно основываясь на экономических реалиях. Мысли о закрытии маршрутов до Москвы и Петербурга компания GoRail высказывала еще в ноябре прошлого года, поскольку по неофициальным данным ее убытки на российских направлениях на данный момент составляют около 2 миллионов евро. С целью проводить последний поезд на Балтийском вокзале собрались десятки людей, в том числе представители профсоюзов, а также человек в костюме мультипликационного персонажа крокодила Гены. Пока Эстирауты и российские железные дороги обсуждают будущее железнодорожного сообщения Таллин-Москва, оператор GoRail, который прекращает перевозки на этом маршруте, сокращает персонал. Отмена сообщения между столицами, по мнению исполнительного директора компании Go Group Юрия Этверка, приведет к очередному сокращению потока российских туристов. Между тем, федеральная пассажирская компания сообщила, что делает все возможное, чтобы сохранить сообщение между Москвой и Таллином. Исторические кадры. Последний поезд маршрута Таллин-Москва покидает перрон столичного вокзала. Завтра прибудет последний поезд из Москвы, а дальше неизвестность. Ясно одно. Оператор линии компания Go Group сокращает работавший на данном маршруте персонал. Примерно 40 человек. Это персонал, обслуживающий поезд. Прежде всего проводники, машинисты и немного технического персонала. Федеральной пассажирской компании, с которой ведет переговоры Эстирауте, говорят, что прорабатываются всевозможные варианты сохранения железнодорожного сообщения Москва-Таллин. Учитывая важность сохранения железнодорожного пассажирского сообщения для развития культурных и деловых связей между Россией и Эстонией, Федеральная пассажирская компания по-прежнему стремится найти взаимоприемлемый вариант сохранения курсирования поездов по маршруту Таллин-Москва и готова обсуждать любой взаимоприемлемый вариант.
На сегодняшний день прорабатывается вопрос организации курсирования двухгруппного поезда Москва-Санкт-Петербург-Таллин с объединением-разъединением по станции Тосно. Этверг говорит, что для частного оператора необходима стабильность в разных областях, от политической до акцизной. По части тарифов инфраструктуры, как на эстонской территории, так и на российской. То же самое касается и топливных акцизов. Они тоже поднялись совсем недавно, и запланировано дальше их поднимать. А они на транспорт имеют очень сильное влияние. Но самый важный фактор влияния – политэкономические отношения между двумя государствами. Если курс рубля колеблется то в одну, то в другую сторону, то это влияет на 40-50% пассажиров. Завтра утром в Таллин прибудет последний поезд из Москвы. Пойдут ли поезда на Москву и когда, зависит от того, о чем договорятся эстонская и российская железные дороги. В последние годы поезд 3433 олицетворял собой железнодорожные перевозки дальнего сообщения, ну а точнее все, что от них осталось. Вместе с поездом уходит в прошлое целый этап жизни, сыгравший не последнюю роль для нескольких поколений как пассажиров, так и железнодорожников. На протяжении многих десятилетий поезд «Эстония» являлся частицей маленькой любимой Эстонии, которая начиналась уже на перроне Ленинградского вокзала. Новое время переименовало поезд в «Таллина-экспресс», но номер остался прежним – 3433. Постепенно скорый поезд подрастерял большую часть вагонов, но сумел пережить нелегкие времена глобальных изменений как на железной дороге, так и в стране в целом. С отменой всех остальных поездов дальнего следования поезд 3433 продолжал свое существование вопреки всему. В последнее время остался состав из 5 вагонов – 3 эстонских и 2 российских. Все говорило о том, что дни его сочтены. Думаю, уместно будет вспомнить тот факт, что в конце 80-х годов в Эстонии насчитывалось свыше 9 поездов дальнего направления с отправлением из эстонской столицы ежедневно. Столько же составов ежедневно прибывали в эстонскую столицу. А это около 3000 человек суточного пассажиропотока. Toimub üleandmine, sordi üleandmine. Происходит передача старта. Чебурашка, правда, потерялся, но Гена у нас. Гена провожает этот поезд, состав. Поэтому... Да, на крыше есть. Гена, у тебя билет есть? Можно я тоже поеду? Aegamööda minutid ju kaovad kõik. Ära looda, et neid kohtad veel. Eilsest veidi kahju meil küll olla võib. Parem siiski see, mis ootab eel. Teele jah, teele nüüd, pikk on tee. Algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine. Veereb ja igaüht kaugustesse viib. Asjata ehk solvasime sõpru häid. Ajapikku seegi meelest läheb. Seiklusteta elu peagi tüütaks meid. Rutta vedur, ära seisma jää. Teele jah, teele nüüd, pikk on tee. Algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine. Veereb ja igaüht kaugustesse viib.
taevakarva vagun kärmelt mõõdab maad. Hoogu iga ratas lisab veel. Ah, miks küll see päev nii ruttu otsa saab? Miks ei kesta terve aasta see? Jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine veereb ja igaüht kaugustesse viib. Teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine veereb ja igaüht kaugustesse viib. Veereb ja igaüht kaugustesse viib. Конечно, в Эстонии будут курсировать пригородные электропоезда и дизель-поезда местных направлений, морковки. А вот той железной дороги, где остались навсегда прицепки, переоборудки, проводники с приветливыми и заботливыми лицами, подающие ароматный чаек в подстаканниках, где до боли родным казался запах запаленных брикетов в титане, где топили вагоны иногда угольком, что приватизировали на мелких станциях, чтоб не замерзли пассажиры, где не могли скрыться в вагонах от строгого взора ревизоров зайчики, докладчики, двойники, где суровые инструкторы и санврачи заглядывали в вагоны, где остались в вагонах иногда скрытыми от продажи места, но в порядке повседневной жизни были буксы, умформеры, хвостовые огни, где порой кожа на руках лопалась от мороза, дороги с раскаленными пиками под вагонами, ночными полустанками, где всегда была взаимовыручка и понимание. Дороги, где кипела наша жизнь. Такой дороги уже не будет больше никогда. Счастливого рейса!
Go Raili Tallinn-Moskva reisirong teeb täna õhtuse väljumisega Moskvast oma viimase sõidu. Eesti Raudtee otsib koostöös Venemaa Raudteega uut lahendust reisirongi liiklus Moskva ja Tallinna vahel taastada. Go Raili juhataja Alar Pinsel avaldas lootust, et Eesti Raudtee ning Venemaa Raudtee vahelised läbirääkimised liini edasiseks teenindamiseks osutuvad edukaks ning ajalooline rongiühendus kahe naaberriigi pealinnade vahel säilib. Go Raili kinnitusel ei ole ainuüksi oma vahendites tegutseval eraettevõttel võimalik liini opereerimist majanduslikel põhjustel jätkata. Go Rail on Moskva ja Peterburi liinide sulgemist kaalunud juba möödunud aasta novembrist saadik, kuna rongifirma sai nende rongiühenduse pidamisest 2 miljonit eurot kahjumit.